Солнце из этой аудитории ушло, поэтому думаю, что нам будет комфортнее сейчас завершать нашу конференцию. Коллеги, ваше внимание. Видимо, взбудоражены работой все, и площадки еще не отпускают. Дорогие друзья, мы с вами собрались на завершающее подведение итогов конференции. И, наверное, для нас это самая важная часть сегодняшней работы. Каждая площадка из 7 отработала и расскажет, как она это сделала, но повторяюсь то, что я говорила утром. Нам очень важно ваши предложения, которые дальше войдут в общую резолюцию и будут приняты всеми к исполнению. Маргарита Михайловна, передаю вам слово. Да? Спасибо большое. Я как бы и констатирую факты, что мы подошли к концу, и в то же время начинаю, потому что первая площадка межведомственное взаимодействие была модератором, ну и естественно, что я и расхлебываю, рассказываю, что у нас было. Вообще я хочу немножечко с вами поделиться информацией, что сегодня вы хорошо знаете, у нас было 7 площадок, но я бы, наверное, остановилась на том, что общее количество участников конференции составило более 800 человек. Да? Вот я читаю, да. В том числе 50 из субъектов Российской Федерации. Мы с вами просто молодцы. Да? Вот. И наша площадка проходила достаточно интересно. Я очень переживала, потому что, я вам говорила, для меня вопрос взаимодействия очень значимый. Он играет огромную роль вообще в создании условий для обучения наших детей. Но вот мне искренне жаль, что нет здесь сегодня, не подошла сейчас министр труда, занятости и социальной защиты Екатерина Георгиевна, потому что, знаете, когда начался разговор, она так это вот как-то приняла, нет, это полномочий нет. Прошло какое-то время, и она взяла слово и говорит, а почему нет, все возможно. То есть вот то, что мы говорим о сопровождении детей, да, то, что мы говорим вот об этом межведе, который должен быть не то, где деньги есть, а где денег нет, а действительно человеческий, оказывается, все возможно. Порадовало отношение Государственного совета, потому что выступала Надежда Борисовна Дорофеева, которая, я тоже даже так боюсь немножко, чтобы не сглазить, но которая четко сказала, что будет. Что будет, я вам сейчас расскажу. Вот. То есть вот это вот медицина, был Минздрав. Минздрав, который, конечно, Минздрав есть Минздрав, немножечко это все-таки вот как бы действительно такое ощущение, что это вот как-то вот рядышком. Не вот с нами вместе, а рядышком. Но предложения поступили, тоже сейчас озвучу. Был Минстрой, они не подошли к нам на пленарочку, да? Вот, тоже было очень интересно, потому что тоже как бы считается, что, а что вы хотите, мы же строим с соблюдением, а что еще от нас надо? Но мы с ними проговорили и договорились о встрече дополнительной и обсудим конкретно их видение и их видение наше, что нам вообще-то от них нужно. А нужно нам от них, понятно, да, что создание комфортных условий на всей территории Республики Коми. Конечно, я не знаю, как у вас, у нас онлайн был тихушный, спокойный, нас все очень тихо и спокойно слушали. И, наверное, это нас радовало, но, по крайней мере, я думала, что будет какая-то немножко обратная связь. Так вот, когда мы все это обсудили и проговорили, мы пришли к выводу, и я сейчас вам зачитаю, что у нас получилось. Давайте сделаем так. Значит, это резолюция по итогам 5-й республиканской конференции «Инклюзивное образование. Опыт, проблемы взаимодействия». И общее, то, что я вам сказала, сколько площадок, сколько людей присутствовало, все это здесь есть. Что было отработано на нашей площадке? Мы предлагаем Государственному совету Республики Коми при взаимодействии с министерствами и ведомствами выйти в Государственную Думу Российской Федерации с законодательной инициативой внесения изменений в стандарты оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в части включения в оплату медработников направлений
расходов на организацию там, диетического питания обучающихся в образовательных организациях. Коряво, не обращайте внимания, это было вот просто зафиксировано суть. То, что мы вот подправим, это будет. Дальше, Госсовету уже конкретно разработать и принять региональную программу «Инклюзивное образование» в Республике Коми. И я уже вам сказала, что Дорофеева сказала, что Надежда Борисовна, что она поддержит, и я даже поняла, кто был на площадке, что он сказал «будет». Да? Вот что меня очень радует. Дальше. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми рассмотреть возможность расширения видов социальных услуг путем включения услуги технического сопровождения. То есть тоже они не отвергли, сказали, что будут работать, что надо вносить изменения в региональный перечень, ничего здесь страшного нет, я думаю, что это все возможно. И вот мы им как бы поручаем от нашей конференции это сделать. Дальше, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики совместно с муниципальными органами управления образования организовать работу по качественному ведению реестра потребностей детей-инвалидов на территории каждого муниципалитета. Это я вот обращалась и опять обращаюсь вот ко всем муниципалитетам. Вот если у вас этого не будет, ваши дети не получат ни оборудования, ни ТСР. Будем работать только с теми, у кого качественные реестры. Обеспечить эффективное использование и своевременную передачу ТСР, не входящих в федеральный перечень, на территории каждого муниципального образования. Это тоже мы озвучивали, это есть проблема, когда ребенок пользуется, для него приобретено, потом ребенок либо переезжает в другой город, либо он вырос, как, например, с вертикализаторами, и куда это девать, и как его передавать, и к кому это будет иметь отношение, вот это все нужно обязательно в муниципалитетах разрулить. Чтобы было четкое понимание, да, если там в 16-й школе находится, а ребенок ушел в 18-ю, что мы делаем? Да, то ли это за ребенком, как это оформляется. Рассмотреть возможность приобретения или оборудования школьных автобусов для перевозки обучающихся с инвалидностью, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата. Это вот просто огромная просьба, конечно. Я понимаю, что в муниципалитете должен быть транспорт, который позволяет перевозить детей, использующих кресло-коляски, и вообще трудно, которые передвигаются. Рассмотреть возможность внесения в рекомендации заключения ПМПК сведений о необходимых ТСРах и специального оборудования для ребенка с особыми образовательными потребностями. Я не сказала еще, что у нас присутствовал заместитель руководителя МСЭ Республики Коми. И вот он, во-первых, сказал, что нет проблем, ПМПК и МСЭ работают в сотрудничестве, но я просто обращаю внимание всех муниципалитетов, что можно будет внести в программы, и в том числе который разрабатывает ПМПК, именно то оборудование, которое необходимо ребенку. Естественно, что это не из бюджетных средств, мы делаем акцент, это из других источников. Другие источники – это республиканская программа до перечень ТСР, то есть это нужно понимать. Но оно обязательно должно быть отражено вот в этой вот программе для каждого ребенка, как для ребенка, которому это рассматривают, да? Вернее, которому заполняют эту программу. Что мы еще там наваяли? Так. Органам местного самоуправления организовать взаимодействие с Министерством здравоохранения в части привлечения узкопрофильных специалистов для оказания информационно-консультационной помощи педагогическим работникам, администрациям образовательных организаций. Речь идет о чем? Представитель Минздрава сказал, что нет проблем. Если вам нужно проинформировать образовательное учреждение, проконсультировать по поводу того или иного ребенка, что нужно для него, то они готовы подключаться, только на них нужно выйти с просьбой, чтобы они пришли и это сделали. Кто работал на нашей площадке? Какие мы предложения забыли, может быть, не учли? Есть что добавить сюда?
Если нет, идем дальше. Да, я думаю, что в любом случае резолюцию первой, самой, наверное, сложной площадки мы направим органам исполвласти, чтобы они еще раз посмотрели, уточнили, но вызывает оптимизм, готовность и согласие. Главное нам закрепить это готовность и согласие, и я думаю, что все действительно в наших силах. Тогда да, давайте перейдем ко второй площадке. Мгм. Да? Предлагаем выступить второй площадке. Не забыть нам оставить ваш вердикт, который мы внесем. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы работали на площадке номер 2 «Психолого-педагогические аспекты организации инклюзивного образования в системе общего образования». У нас было самое большое количество выступлений. Вот сейчас мне дали данные о том, что у нас было 32 человека очных участников, 75 стабильно онлайн и всего 190 просмотров. То есть у нас мы вызвали достаточно большой интерес. На площадке работало 16 докладов, 13 выступающих. И отрадно было то, что действительно инклюзивное образование перестает быть инновацией, и у образовательных организаций всех муниципалитетов появляется опыт реализации инклюзивного образования и в рамках индивидуальных образовательных маршрутов, и в рамках адаптированных образовательных программ. Но, тем не менее, в процессе работы площадки мы обозначили вот ряд проблем, которые бы, хотя пока в черновом варианте, хотели бы внести в резолюцию. Одна из проблем, о которых говорили представители образовательных организаций, это нехватка специалистов. Очень много в образовательных организациях есть логопедов, но вот с детьми с задержкой психического развития, да, с детьми других нозологий профильных специалистов не хватает, и необходима подготовка таких специалистов для образовательных организаций. Участники площадки предложили организовать сеть стажировочных площадок на базе образовательных организаций, транслирующих лучшие практики инклюзивного образования в части методического обеспечения инклюзивного образования, организации работы с родителями и организации образовательной воспитательной деятельности с детьми с ОВЗ или инвалидностью. Потому что опыт был разный, был очень хороший опыт представлен отдельными образовательными организациями. И опять же встал вопрос о качестве профессиональной переподготовки и повышения квалификации, которые на сегодняшний день есть. И представители образовательных организаций говорили, мы теоретически готовы, психологически готовы, нам нужен практический инструментарий. И поэтому вот и 18-я школа, и другие школы других муниципалитетов сегодня представили очень хороший опыт, который они готовы транслировать прямо на базе, на местах. Очень актуальная проблема, которые возвращались постоянно, это организация межведомственного взаимодействия в разработке системы ранней комплексной помощи родителям детей от рождения до 3 лет. Потому что первый старт, ранняя комплексная помощь и позволяет ребенку перейти и войти в систему дошкольного образования, школьного и профессионального образования. При этом у нас сегодня Наталья Владимировна говорила, что консультационных пунктов существует много. Почему мы говорим о межведомственном взаимодействии? Потому что не всегда мама с младенцем, имеющим ОВЗ, пойдет за консультацией в детский сад, а в детской поликлинике окажется всегда. То есть здесь мы говорим не только о том, что это медицинское сопровождение, а именно психолого-педагогическое сопровождение на базе организации здравоохранения. Поступило еще такое предложение, есть документ «Порядок организации обучения детей школьного возраста с инвалидностью в образовательных организациях». Наша площадка вносит такое предложение внести изменения или разработать, утвердить порядок организации образования детей дошкольного возраста с инвалидностью в дошкольных образовательных организациях с возможностью организации надомного обучения, потому что для школьников это предусмотрено, а у детей дошкольного возраста это не предусмотрено. Или организация образовательных услуг на дому. И был представлен опыт организации воспитательных мероприятий с детьми с УВЗ. Мы знаем, что такой опыт складывается во всех муниципалитетах, поэтому поступило такое предложение, пока в сыром варианте, объединить деятельность муниципалитетов по организации воспитательных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей
и детей с инвалидностью на уровне дошкольного и школьного образования. Потому что очень много творческих фестивалей, очень много разных конкурсных мероприятий организуются муниципалитетами. Вот объединить бы это все в единую площадку было бы здорово. В целом работу нашей площадки могу признать очень эффективной. Я благодарю всем, кто в ней участвовал. Готова ответить на вопросы, если есть. Спасибо большое. От группы Спасибо. предложения дополнения есть еще? От площадки? Или все сказано, ничего не забыли? А другие площадки сюда именно по этой теме что-то хотят добавить? Или у всех все спокойно? Тут я хочу прокомментировать все, что вы наработали. Оно абсолютно объективно, и это в рамках компетенции именно отрасли образования. И, наверное, я тоже повторюсь, ничего невозможного нет. Более того, кое-что уже есть. Видимо, не хватило ресурсов этой площадки, чтобы довести информацию. Ну, здесь присутствует целый день с нами Галина Владимировна Китайгородская, ректор института. Вся первая часть, она, думаю, будет принята в работу. И расширение инновационных, стажировочных и республиканских, и муниципальных площадок именно практической направленности, ну, наверное, надо взять нам приоритетом на какой-то определенный период. По нормативным документам будут сложности, но это можно сделать. По линии Минздрава сразу прокомментирую. Коллеги, к сожалению, несколько лет назад вся Россия столкнулась с таким действием, как исключение из деятельности учреждений здравоохранения педагогов, психологов. Если 10 лет назад мы массово лицензировали, да, со стороны образования медицинские учреждения, то 4 года назад пошел массовый отзыв лицензии, поскольку стали убирать из штата педагогов, психологов, педагогов, логопедов и так далее. Но я с вами согласна, что несмотря на вариативность консультационных пунктов, не все туда приходят. И эту деятельность почему бы не протранслировать на учреждения здравоохранения, мы со своей стороны тоже это отработаем. Поэтому просьба передать это все, или нам уже передали, или вы передайте, мы это все включим в резолюцию. Спасибо. Спасибо большое. У меня вопрос, Наталья Владимировна, а вообще есть реестр учреждений, которые можно назвать имеющими вот тот опыт, которым можно было бы поделиться, чтобы в муниципалитетах могли сразу найти, вот что им интересно было бы, чей опыт посмотреть, на чьей площадке побывать? Вот такая Ну, информация. реестр, не реестр, наверное, нет, но у нас на портале «Открытое образование» есть, да, лучшие практики, где, в принципе, можно провалиться в какую-то вкладку и увидеть. Я сама периодически смотрю. Здесь несколько другая проблема. Не все готовы публиковать свои практики. Вот здесь нам их активизировать надо. То есть их не так много, этих практик. Но кто-то стесняется, кто-то считает скромно полагая, что его практика не совсем лучше. Но мне кажется, вот те практики, которые были представлены на площадке общего образования, их смело можно уже публиковать. То есть они были публично представлены. И дальше формировать. То есть реестра нет, но вот такой банк данных лучших практик есть. Спасибо большое. Мы с вами идем дальше, и третья группа у нас, третья площадка. Не подошли еще? Профтраектория, проблема, опыт решения. То есть как раз Галина Владимировна была модератором. Каждый цифру знает. Добрый день, уважаемые коллеги. Я начну со слов благодарности от всех участников нашей площадки в адрес Маргариты Михайловны, Натальи Владимировны. Все коллеги отмечают, как важно нам собираться, обсуждать, выявлять не только проблематику, но и уже обозначить, как много мы сделали для того, чтобы система инклюзивного образования стала для нас действительно понятной, административно решаемой, уже не проблемой, а именно условием для того, чтобы вся наша система работала очень эффективно. Наша площадка, она очень была логично выстроена, потому что на нашей площадке работали представители профессиональных образовательных организаций, это руководители профессиональных образовательных организаций, это команды общеобразовательных организаций и даже представители Центра занятости. Общее количество участников у нас было 65, очных докладов у нас было 17, и каждое выступление, оно как бы продолжало посыл, который был в предыдущем выступлении.
Мы понимаем, что сегодня вопросы профессиональной ориентации, они прежде всего связаны с социальной адаптацией наших обучающихся. И в докладах была представлена действительно та эффективная модель сопровождения профессионального самоопределения, профессиональной ориентации и дальнейшего выбора и своей профессиональной траектории, и карьерной траектории нашими обучающимися. Что очень важно, что мы осознали, как важно выстроить на уровне каждой организации именно работу во взаимодействии со всеми субъектами образовательных отношений. Это и обучающиеся, это, конечно же, и семьи, с которыми необходимо работать. Потому что, когда речь идет о профессиональной траектории, очень важно начинать профессиональную ориентацию именно с диагностики склонностей, интересов, потребностей и возможностей. И очень отрадно, что мы, работая на площадке именно базовой профессиональной образовательной организации, это Сыктывкарский колледж сервиса и связи, представили опыт нашей республики, который сегодня действительно показывает те эффекты взаимодействия, начиная с уровня дошкольного образования и не завершая уровнем профессионального образования, а понимая, что мы выходим на уровень работодателей, потому что следующий этап – это именно готовность работодателей данную карьерную траекторию поддержать. Конечно, был представлен опыт и субъектов Российской Федерации, это и Кабардино-Балкария, Ярославской области, и что мы обозначаем как рекомендации в резолюции. Мы понимаем, что действительно на уровне организации общего образования и среднего профессионального образования уже выявлены лучшие практики, системные решения по профессиональному ориентированию обучающихся. Данные практики необходимо публиковать, необходимо формировать базу стажировочных площадок, которая будет доступна для профессионального развития педагогического сообщества. Второе предложение и в адрес организаций, и в адрес именно системных решений для, наверное, всех субъектов образовательных отношений. Мы понимаем, что сегодня мы осуществляем адресное сопровождение, но необходимо применять уже целевую модель наставничества. Наставничество именно в процессе социально-профессиональной адаптации обучающихся. По модели детский сад, школа, колледж, организация высшего образования и работодатель. И в этой системе очень важную роль могут играть модели, которые приняты в целевой модели наставничества. И коллеги это уже показывали. Это, например, ученик-ученик, это студент-студент, студент-работодатель, чтобы видели, каким образом происходит именно успешная социализация и построение карьерной траектории. Очень важную роль, конечно, играет конкурсное движение. И во многих докладах представлена была практика конкурса Обилимпикс. Как важно в дальнейшем сопровождение данных конкурсантов уже со стороны работодателей. И каким образом участники Обилимпикса уже включают в конкурсное движение и школьников, и студентов первых-вторых курсов. Поэтому есть интересные результаты. Также мы хотим внимание обратить на... мы так определили, что необходимо проведение валидных профессиональных диагностик, начиная уже с 7-8 класса, где будут выявляться профессиональные склонности и интересы, чтобы семьи и обучающиеся сделали очень правильный профессиональный выбор. То есть исходя именно из склонностей, которые есть у обучающихся. Далее, уважаемые коллеги, я думаю, что тоже это очень важно.
проводить сетевые профориентационные мероприятия с участием и всех субъектов образовательных отношений, и работодателей, с учетом сведений о кадровой потребности регионального рынка труда и контрольных цифр приемов профессионально-образовательной организации. На нашей площадке выступали представители колледжа искусств. И они подняли очень интересную тему, что действительно на уровне Российской Федерации есть и классы, и группы в организациях среднего профессионального образования творческой направленности. Вот, коллеги, например, для слабовидящих это по академическому пению, для других категорий станковая живопись. И вот здесь мы видим связь именно с детскими художественными школами, с музыкальными школами, которые вот эти склонности тоже на уровне республики можно удовлетворить. И колледж искусств к этому готов. Конечно, важна организация курсов повышения квалификации для различных категорий педработников. И мы говорим, что работают команды организации. Кто входит в команду организации? Это не только административная команда, это все педагоги, это и библиотекари, классные руководители, воспитатели, которые сопровождают профессиональное самоопределение. И большую роль, все коллеги отмечают, нам необходимо действительно не только знать, но и уметь применять новые технологии психологического сопровождения обучающихся и их семей. И в завершении, коллеги, еще одно предложение о проведении мониторинга лиц с инвалидностью молодого возраста с целью выявления у них отсутствия или наличия среднего профессионального высшего образования и направление их на получение профессии и специальности в профессиональные образовательные организации Республики Коми. Это предложение поступило от Центра занятости, потому что действительно, оказывается, в Центре занятости у нас есть лица, которые уже статус безработных имеют, и здесь необходима как раз поддержка профессиональных организаций, чтобы до этого периода провести работу именно на уровне организаций, профессиональных организаций, для того, чтобы помочь нашим коллегам, ну уже, наверное, не только коллегам, наверное, но и семьям, для того, чтобы они нашли возможность успешного трудоустройства. Это все рекомендации в резолюцию. Мы будем еще отрабатывать с площадкой, но основная концепция представлена. Спасибо. Тоже на некоторые, комментировать сейчас не буду, но некоторые позиции тоже уже есть. Просто, видимо, не было возможности, не было того, кто бы это представил. А по последнему пункту в части мониторинга наличия того или иного уровня образования, это полномочия муниципальных органов управления образования, и они это прекрасно знают. Надо просто подумать, как это делать. У нас есть реестр выдачи всех документов, в принципе, есть доступ к этому. Мы можем здесь отработать с Центром занятости по предоставлению доступа, где будет понятно, есть какое-либо образование и какого уровня или нет. Спасибо большое. Можно мне вопрос? Его задавали, я не знаю, Галина Владимировна, может, не к вам, я сейчас его задам, а там уже, да, кто ответит. Задавали мне представители родительского сообщества. Вопрос заключается в следующем. Не все дети могут получить ту профессию, которая сегодня есть у нас в республике. Можно ли как-то очень, не знаю, быстро, наверное, неправильное слово, но быстро перестроиться для того, чтобы, имея понимание, что у нас идут вот эти дети, заканчивают школу, но они не могут быть, например, операторами ИВМ, да, еще кто-то, но могут быть там, просто садовниками, да, еще. Вот это как? Давайте. Они могут обратиться на уровень базовой организации, и в рамках сети они увидят все специальности, в каком субъекте, какие условия есть. Вот
То есть это имеется в виду субъекты, это вообще по России. Да, в каждом субъекте есть базовая профессиональная организация. А у нас, да, а у нас в республике, я понимаю, да. Смотрите, вот мы ведь все равно, ну вот что мы сейчас будем лукавить, мы набираем с трудом студентов, с большим. Это все знают, да? А почему? Потому что вот те профессии, которые мы имеем, они могут не подходить тем ребятам, которые идут, да? Можем ли мы очень, ну, я не знаю, в течение года, да, предоставить возможность получить? Вот мы это отмечали, да, что ориентация и получение лицензии очень оперативно, исходя из этих потребностей, которые выявляются Совершенно уже верно. не в восьмом классе, а чуть пораньше. Чуть пораньше. Мы тоже об этом говорили с коллегой, тут надо подумать, как это представить обязательно. Да, сформулируйте, пожалуйста, а если я правильно понимаю, у нас все равно такой лейтмотив идет, что мы выбираем из того, что есть. Сейчас, да. Да, а не то, чего, в общем-то, хотим. И здесь я согласна, что надо снижать, ну, скажем так, уровень вот это исследования этих потребностей, действительно. Хотя мы понимаем, как они меняются, но все равно, если есть некоторые ограничения, то и перечень сужается. И каждый родитель, каждый ребенок, в принципе, уже выбирает не из того массива, может быть, профессии, а из того, который будет доступен. Мы с коллегой говорили, что как раз вот в 7 классе уже необходимо начинать. Это уже точка невозврата. Потому что если в 7 классе не проработать эти вопросы, 9 класс уже, к сожалению, может связан быть неправильным выбором. Ну, здесь все проще, потому что профессиональное образование работает достаточно неплохо в республике. Меня вот только вот этот вопрос насторожил, когда родители говорили, а что, если мы под эти профессии не подходим, потому что ребенок не хочет по этой профессии работать. И тогда зависит от кого, чтобы вот действительно, да, потребности, мы должны знать потребности для того, чтобы... Хорошо, спасибо большое. Спасибо огромной группе. Нету дополнений, замечаний, исключений, включений, у кого что. Мы тогда идем дальше, и слово предоставляем представителю площадки номер 4, методическое сопровождение профессионального образования лиц с УВЗ и инвалидностью. Добрый день, уважаемые коллеги. Наша площадка проходила на базе Сыктывкарского политехнического техникума. Называлась она «Методическое сопровождение профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидностью. Основные тренды и вызовы». Хочу отметить, что на площадке принимало участие порядка 150 человек, из них вот большая часть это были подключения. У нас было 10 выступлений. В ходе данных выступлений были представлен опыт Республики Коми. Хочу отметить, что был представлен опыт Курганской области, Курской области. Экспертное обсуждение было направлено именно на решение вопросов методического сопровождения. Ну вот всесторонне рассмотрели все эти вопросы, также рассмотрели эффективные образовательные технологии в профессиональном обучении студентов с ОВЗ, вопросы разработки методического сопровождения адаптированных образовательных программ, психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью. Также были проведены очень интересные мастер-классы, в которых участвовали студенты, обучающиеся в политехническом техникуме в рамках профобучения и среднего профессионального образования. Но, как вы видите, я вот стою с таким значком здесь, да, на груди. Это как раз при нас на мастер-классах дети умственно отсталые в рамках профессионального обучения портной сделали и подарили всем членам, которые участвовали. Было нам очень приятно, поэтому мы тут же сразу все одели, вот и гордо вышли. Отдельно вот хочу по этому поводу отметить эффективность, результативность представленного опыта работы с детьми с УВЗ, ну, со студентами с УВЗ и инвалидностью именно Сыктывкарского политехнического техникума. Нам было все очень подробно, четко показано, рассказано, определено. И в этом случае показано, что это не просто теоретическая работа, а там идет действительно очень хорошая практическая работа со студентами, в которой задействован весь педагогический состав. И, в общем-то, очень доброжелательная обстановка на таких занятиях была. Нам было очень комфортно и, в общем, мы очень прониклись.
Но по результатам совместной работы были выработаны следующие рекомендации. Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Мы присоединяемся к к выступающим перед нами спикерам и говорим о роли межведомственного взаимодействия. Также привлекать общественные организации для проведения совместных инклюзивных мероприятий. Продолжить работу по консультированию, мониторингу, созданию безбарьерной среды в профессиональных образовательных организациях и именно определить роль здесь общественных организаций. И также привлекать общественные организации для проведения семинаров для педагогического сообщества. Коми Республиканскому институту развития образования продолжить осуществлять подготовку, переподготовку, повышение квалификации специалистов, реализующих профессиональное образование обучающихся с ОВЗ и инвалидов на различных уровнях инклюзивной образовательной вертикали, в том числе специалистов, владеющих методами социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидностью на постоянной основе. Организациям профессионального образования способствовать продвижению идей инклюзивного образования и методического сопровождения профессионального образования и активно взаимодействовать с общественными организациями по вопросам оказания психолого-педагогической поддержки семьям, воспитывающим детей с УВЗ, и методической поддержки представителям профессионального сообщества. Ну и общественным организациям активно включаться в данную работу. Ну вот на этом, наверное, все. Есть ли дополнения, какие-то предложения, изменения? Знаете, меня поразило несколько моментов. Первый момент – это то, что, это, наверное, первая площадка, которую я сейчас слушаю, и там общественным организациям. Ну, вот как Как с будто- Екатериной Сорокиной мы с вами очень хорошо взаимодействуем, поэтому, конечно, обязательно. Да, мы отпустим. Спасибо вам огромное. Я просто сделаю небольшую ремарочку. Наталья Владимировна, я не могу этого не сделать. Уважаемые коллеги, знаете, вот сегодня за целый день я столько услышала слов: умственно отсталые, аутисты, колясочники. Давайте мы с вами все-таки, когда находимся в аудитории, во-первых, где есть эти люди, во-вторых, где такое большое собрание, это сегодня запрещенные слова, терминология совершенно другая. Не употребляйте их, они очень сильно режут слух, очень сильно. Не существует аутистов. Есть люди с расой или с аутизмом, да? Есть люди, которые на колясках, есть люди, которые имеют ментальные, интеллектуальные, умственные проблемы, но никак не умственно отсталые. Это оскорбление человека. Я вас очень прошу, я пообещала уже Наталье Владимировне, мы перешлем ей разработанный у нас есть глоссарий, который, я очень надеюсь, уйдет во все учреждения. Не обессудьте, ну правда, очень режет слух и как-то становится немножко не по себе. Поэтому вот это вот примите во внимание. Уже все говорят человек с инвалидностью, уже никто не говорит инвалиды, просто, хотя, может быть, да. Вот, поэтому давайте мы тоже будем с вами перестраиваться и учиться другой терминологии. Так, площадка номер 5. Профессиональное развитие педагогов. Уважаемые коллеги, разрешите сказать о том, как работала наша площадка «Профессиональное развитие педагогов в сфере инклюзивного и специального образования». На площадке конференции произошло заинтересованное обсуждение проблемных вопросов, волнующих профессиональное сообщество в области профессионального развития педагогов. На площадке работали в очной форме 17 участников, в онлайн-форме 22 участника, в том числе из городов Санкт-Петербург, Москва, Брест, Республики Беларусь. У нас было 9 спикеров. Они представляли очень интересный опыт, посвященный и направленный, наверное, на представление вот таких интересных, интерактивных способов, моделей, методов, которые можно применять сегодня и учиться нашим педагогам для работы с детьми. Поэтому направления, которые мы рассматривали, это новые технологические решения обеспечения индивидуализации наших педагогов, это научно-методическое сопровождение, повышение профессиональной компетенции педагогических работников, это новейшие интерактивные технологии и инновационное оборудование и
и использование онлайн-ресурсов в целях поддержки специалистов в сфере инклюзивного образования. Это перспективная интерактивная, онлайн-платформа «Перспектива». Мы сделали вывод о том, что сегодня с точки зрения методического сопровождения у нас накоплено достаточно много интереснейшей практики, очень достаточное количество больших интересных интернет-порталов, интернет-ресурсов, и очень много есть интересного интерактивного оборудования, о котором, наверное, не так много еще знают наши педагоги. И акцент на это направление был сделан именно от участников нашей площадки. Кроме всего прочего, площадка поддержала сегодня направление, все-таки связанное с тем, что сегодня мало обучать наших педагогов в этой области, как на курсах повышения квалификации, так и на профессиональной переподготовке, а совершенно необходимо сегодня развивать процессы индивидуализации, то есть индивидуальной поддержки и сопровождения нашего педагога. Поэтому мы понимаем, что очень важно сегодня эту составляющую нам как бы разворачивать, и, соответственно, начиная эту работу по поддержке индивидуального профессионального развития педагога, перспективно сам педагог начинает уже формировать свой индивидуальный маршрут, тем самым повышая свое профессиональное мастерство. Вот такая идея была предложена сегодня на нашей площадке, и она очень активно была поддержана участниками нашей площадки. Кроме всего прочего, были представлены новейшие интерактивные технологии, интересное современное интерактивное оборудование, был представлен опыт того содержания, которое, в общем-то, наверное, можно взять как лучший опыт педагогической практики. Ну и, соответственно, были представлены модели, которые действительно можно рассматривать как модели инклюзивного образования. Ну, какие рекомендации сформулировала площадка как предложение в резолюцию? Прежде всего, это продолжать формирование единого научно-методического сопровождения педагогов на основе индивидуальных образовательных маршрутов. Это разработка комплекса мероприятий для педагогов, студентов среднего, высшего профессионального образования по вопросам применения интерактивных и технических средств обучения, а также интерактивных технологий и их применение в практику работы с детьми. Это все-таки сформировать или каким-то образом выработать механизмы формирования запроса на профессиональное обучение, профессиональную переподготовку, повышение квалификации в области тьюторского сопровождения. Это уже отмечали много раз, но сегодня в рамках нашей площадки были представлены программы по тьюторскому сопровождению педагогов в области инклюзивного специального образования. И мы уже неоднократно запускали информационные релизы о том, что данная программа у нас может реализоваться, но вот пока у нас, к сожалению, не так много обучаются по этому направлению. Мы считаем, что сегодня каждый педагог, несмотря на то, что есть специфика тьютера, мы это все понимаем, но несмотря ни на это, основы тьюторского сопровождения в работе с детьми – это важная задача каждого педагога, на мой взгляд, и на взгляд участников нашей площадки. Кроме всего прочего, Татьяна Васильевна Жук нам представила прекраснейший, очень интересный опыт Республики Беларусь о том, как именно ведется работа по формированию модели инклюзивного образования. И он достаточно простой и очень интересный. Прежде всего, мы поддержали тот момент, что сегодня нам не хватает хорошего выявления лучшей практики моделей инклюзивного образования, потому что вроде бы мы, как все, теоретически, методологически и практически вроде бы даже представляем, да, каковы могут быть модели, и они описаны везде, но тем не менее вот формирование подходов к тому, как это выстроить, да, в рамках образовательных организаций, какие-то рекомендательные моменты и вообще понятие модели как таковой, практической, оно сегодня не всегда, может быть, доносится или не всегда прорабатывается на уровне профессионального образования наших педагогов.
Поэтому мы предлагаем провести и поднять, где-то уже эта идея звучала, провести и организовать республиканский конкурс на лучшую модель инклюзивной практики, то есть вот чисто связанный с инклюзией, да, может быть, и с интегрированием тоже. И очень интересный момент – это все-таки провести фестиваль, посвященный включению детей в социальную среду, то есть детей, которые уже теперь как правильно называть, да? То есть в социальную среду для того, чтобы как бы дети могли все-таки продемонстрировать весь свой потенциал. Этот фестиваль, он будет и объединяющим началом, и, наверное, будет объединяющим началом для всех. Вот такое наше было предложение. Ну и последнее – это организовать проведение межведомственных семинаров, вебинаров по вопросам профессиональной ориентации, получения профессионального образования инвалидами молодого возраста, а также поддержки молодых педагогов в направлении инклюзивного и специального образования. Спасибо. Спасибо большое. Просто, конечно, я думаю, Господи, какие наработки, какую эту резолюцию будем, да, сделаем. Спасибо вам огромное. Есть и у представителей с площадки какие-то дополнения? Нет? Спасибо большое. Знаете, я вот сейчас услышала и думаю, Наталья Владимировна, мы дожились до международного уровня. Белоруссия, международная. Вы знаете, я тоже так впечатлилась, вот сижу, слушаю. Да, вообще просто удивительно. Так, мы с вами идем дальше. Спасибо, конечно, всем. У нас сейчас какая? 6-я будет площадка, да? 6-я площадка сопровождения детей с УВЗ и инвалидностью. Кто докладывает? Какие мы все-таки с вами молодцы. Я не перестаю удивляться. Добрый вечер, коллеги. Значит, наша площадка называлась «Сопровождение детей с УВЗ и инвалидностью. Опыт и взаимодействие». На нашей площадке присутствовало 100 человек, 40 человек у нас изъявили желание присутствовать очно, 60 в режиме заочно. Выступило у нас 11 человек с докладами. Доклады были разноплановые. Выступали ученые, спортсмены, здравоохранение, педагоги и психологи, педагоги практики. Что отличает, может быть, нас от других площадок? То, что на нашей площадке присутствовало очень много родителей. И очень много было задано вопросов всем участникам, на которые, в общем-то, скажем так, отвечали наши эксперты, но родители добивались точного ответа, то есть они хотели услышать конкретный ответ. Были затронуты разноплановые также проблемы, начиная от качества обучения, заканчивая обеспечением различными новым оборудованием. Вот эти вопросы, конечно, интересовали абсолютно всех. У нас выступили представители Института специальной педагогики и психологии имени Рауля Валенберга, Институт коррекционной педагогики Российской академии образования. Вопросов было очень много. Показали нам всю динамику, они готовы к сотрудничеству с нами, дали все, так сказать, позывные, пожалуйста, возобновляем работу. Кроме того, хотелось бы отметить доклад Болясникова Ивана Николаевича, может быть, даже от нашей площадки, каким-то образом его отметить. Он показал именно слияние образования со спортом и показал свой результат вплоть до международных показателей. То есть он занимается с глухими детьми, и он является собой образец, как он сказал, учитель плюс ученик содружества. И он показал, что он не боится того, что он становится с ними вровень и показывает в спорте вместе с ними свои показатели. Вот это было просто замечательно слышать от человека. Он с такой душой, с такой любовью говорил о своих детях. Это просто удивительно. У нас был очень хороший доклад со стороны
сейчас скажу, верховой езды Захарова Светлана Серафимовна рассказала о том, как они работают в содружестве с разными межведомственными учреждениями. Тоже надо вот отметить этих людей. Ну и я задерживаться не буду, я скажу, какие мы рекомендации выработали по отношению к нашей резолюции. Первое. Внести изменения в государственную программу Республики Коми, развития Республики Коми, сделать подпрограмму «Инклюзивное образование». Это для правительства. Для органов исполнительной власти организовать межведомственное взаимодействие по созданию условий для реабилитации и абилитации детей с ОВЗ. Третье. Организовать обучение педагогов школ с привлечением федеральных экспертов, потому что на том уровне, на котором мы сегодня рассматриваем у себя в республике, это хорошо, но инновационные процессы, инновационные методики, да, это очень важно, поэтому федеральных экспертов мы должны приглашать. Создать научно-практическую лабораторию при СГУ, так как это опорный вуз, с привлечением ученых Питера, Москвы, СГУ и практикующих педагогов и врачей, так, чтобы это действительно получилась научная лаборатория, чтобы мы могли обобщать республиканский опыт. Разработать онлайн-курсы и вебинары для родителей, потому что сегодня очень много было задано вопросов, и действительно родители, которые вдруг узнают о том, что у них ребенок будет иметь то или иное отклонение, они застаются врасплох, у них высокий уровень тревожности, и поэтому обязательно такие семинары, курсы надо с ними проводить. Но здесь уже сегодня затрагивали такое предложение, как квотирование рабочих мест для детей с ОВЗ. Это мы даем рекомендацию для Минтруда конкретно. Теперь, значит, для муниципалитетов. Мы должны, наверное, говорить об инклюзивной культуре общества, потому что сегодня инклюзивная культура общества, она очень низкая, и для этого нужно проводить учебу с населением, а для этого нужно подключать средства массовой информации, потому что об этом практически нигде никто ничего толком не говорит. Для Минтруда обеспечение школ специальным оборудованием по различным отклонениям, которые имеют дети. Вот если ребенок переходит из учебного заведения куда-либо дальше, чтобы это оборудование не простаивало, а его могли передавать дальше, понимаете, так, чтобы пользовались другие дети, могли пользоваться. Сыктывкарскому государственному университету, как опорному вузу, обеспечить подготовку, ну вот здесь я не знаю, может быть, спорный вопрос будет, тьюторов для сопровождения детей с ОВЗ через систему доп. Образования или спецкурсов. Так, подготовка кадров, тоже опорный вуз и КРИРО. Галина Владимировна, мы вам рекомендуем подготовку кадров, да? Ну и, наконец, трансляция опыта педагогов-практиков, она обязательно нужна, вот, так, чтобы знали, что происходит у нас на местах. Вот такие конкретные рекомендации. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Будете говорить, нет? Я немножко, честно говоря, не поняла, что такое квотирование рабочих мест для детей с УВЗ, потому что рабочие места для детей – это… Да, на самом деле у каждого предприятия, организации уже федеральным законодательством установлено определенное количество мест для людей с инвалидностью, которых надо принять на работу. Здесь, да, иная проблема, что это требование не исполняется. То есть, по идее, неважно какого уровня организация, каких масштабов, она обязана взять таких людей. Здесь может быть проблема действительно вот межведа еще. То есть здесь наша задача как со стороны образования отрабатывать с работодателем в период практики, когда студент учится, и дальше закреплять его за этим предприятием. Ну, мы подумаем, как это скорректировать, может быть. Просто я думаю, что не детей. Давайте так уже. То есть у нас есть закон о квотировании рабочих мест для людей с инвалидностью, ну, 18+, поэтому не слово детей, а людей. Мы скорректируем.
выпускников. 17 я возьму. Это другая немножко эта работа. Не вопрос. Хорошо, это мы посмотрим, да, то есть что можно здесь сделать. И площадка номер 7, инклюзивный потенциал учреждений. Доп. Образование. Да. Добрый день, коллеги. Микрофон достаточно хороший. Нам повезло в том, что наша площадка отрабатывала на базе Республиканского центра экологического образования, где уже создана доступная среда, и уже на сегодняшний момент обучается 77 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. И действительно, ценность нашей площадки была в том, что коллеги, а у нас было свыше 120 участников, 26 очно, из них 9 выступали и подключались. И действительно мы могли посмотреть, как все это организовано. И Андрей Вячеславович, как радушный хозяин, нам все это показал и доступно объяснил. Радует, что у нас, как и у Ольги Александровны, было очень большое количество родительской общественности. И действительно мы услышали проблемы, и те предложения в резолюцию, которые я чуть позже озвучу, они были составлены, соответственно, вот вместе с родительской общественностью. В целом следует отметить, что актуальные вопросы дополнительного образования детей обсуждали и руководители образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, и методисты, и педагоги-психологи, и родители детей с инвалидностью. То есть мы сегодня выслушали разные стороны, и, на наш взгляд, получилось достаточно живое общение. К сожалению, все участники отмечали, что слишком мало нам времени было для общения. И, исходя из этого, перехожу к резолюции, чтобы не уложиться в регламент. На нашей площадке мы предлагаем 4 такие вот решения. Первое. Рекомендовать Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми выйти с инициативой к органам законодательной власти о возможности повышения возрастного ценза при получении образования по адаптированным дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим программам до 21 года, потому что родители озвучили, что вот это действительно проблема и боль. И проблема и боль родителей, которая у нас вышла во второе предложение о внесении в резолюцию, это то, что даже когда человек достигает 21-летнего возраста, соответственно, он остается неприкаянный, а ему хочется чем-то развиваться, заниматься дальше. И, соответственно, наше второе предложение – органы местного самоуправления совместно с Министерством культуры, туризма и архивного отдела организовать реализацию дополнительных образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями культуры и организации образования для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью старше 21 года. Формы могут быть различные, как кружковая деятельность, клубы по интересам, так и, может быть, какие-то программы. Сегодня уже реализуются, и в городах, и в городе Сыктывкаре есть учреждения, подведомственные Минкульту, которые действительно реализуют аналогичные мероприятия. Здесь мы говорим в том числе, и, наверное, в большей степени про сельскую местность, которая на сегодняшний момент так не охвачена. Третье наше предложение – рекомендовать социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе муниципальным волонтерским объединениям, организовать помощь по тьюторскому сопровождению детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, потому что родители высказали такую, наверное, скажем, боль, что они боятся оставлять и детей, и уже взрослых, для них они дети разного возраста, дома одних, и хотелось бы не на постоянной основе, но, может быть, когда-нибудь вот некая волонтерская помощь, и, к сожалению, или тьюторская помощь, но, к сожалению, на сегодняшний момент они не знают, куда обратиться. И последнее, 4 предложение в адрес Института развития образования. Сегодня уже, причем не на одной площадке, нет одной площадки мы это слышали, способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования, реализующих адаптированные общеобразовательные, общеразвивающие программы и эффективных форм взаимодействия с обучающимися. Но здесь мы говорим именно с организацией стажировок на базе специализированных образовательных организаций, то есть как раз-таки те методические
приемы и техники работы с такими удивительными людьми. Всё? Есть дополнение участников площадки, другие представители площадок, других площадок. Никто ничего не хочет больше сказать. Все понятно, ясно? Огромная просьба, конечно, не забывайте нам передавать, пожалуйста, вот эти предложения для того, чтобы мы могли сформировать, да, и сделать резолюцию, которая есть. Наталья Владимировна, что-то хотите сказать? Нет, я тоже хотела организационный момент. Я прошу передать, либо, ну, завтра у нас еще рабочий день, пятница. Если вы считаете, что вам не хватило времени доработать некоторые позиции, вы можете это сделать. И мы всех модераторов собирали, все контакты знают, и завтра до конца дня направить, ну, вашу последнюю редакцию. Мы это обобщим, что надо согласуем с органами ИСПО власти, где это не совсем полномочия Министерства образования, опубликуем эту резолюцию, ну и примем к исполнению, как всегда это делаем. Ну а вообще, то, что вот я сейчас услышала, ну, я присутствую, получается, на 4-й конференции, очень меняются направления. И ряд позиций сегодня для меня были удивительны, неожиданными, я даже сказала. Казалось бы, они были на поверхности, эти предложения, но почему-то мы до них не доходили. И я еще раз хочу подчеркнуть значимость конференции в том, что очень много принимают участие родителей. Очень много. И вот, наверное, это правильно. Резолюция, вот мы еще когда готовились к этой конференции, подводили итоги предыдущей резолюции, очередной раз возвращались к этому, они кардинально отличаются. Вот резолюция прошлой конференции, резолюция, которая, как я уже вижу, будет по итогам этой конференции. Ну, наверное, это хорошо на самом деле. Поэтому, коллеги, все, что хочу сказать, это чтобы к завтрашнему дню у нас были ваши материалы, а мы уже смогли их скомпоновать. Спасибо. Спасибо, Наталья Владимировна. Я просто хочу вам сказать, что действительно на самом деле участие родителей и самих людей, имеющих те или иные проблемы со здоровьем, это очень важно, потому что даже есть такой девиз у движения инвалидов, международного движения инвалидов, когда мы говорим «ничего для нас без нас». Потому что как бы вы ни были профи, как бы вы ни понимали, но на самом деле, наверное, мы, испытывая на своем, хочется сказать, шкуре, но не очень нравится это слово, наверное, лучше понимаем и знаем, как и что должно быть. Поэтому, когда решаются вопросы, разрабатываются программы, касающиеся детей, мне кажется, что если рядом нет родителя, то это неправильная программа, потому что только они знают, что, как их ребенку нужно. Мы сегодня, наша организация участвует в согласовании очень многих нормативных документов. И вот приходят с федерального уровня программы, различные законы, и когда речь идет, ну, например, о реабилитации людей с инвалидностью или там о занятости, и когда мы видим, что там отсутствует категория самих людей, для кого этот закон разрабатывается и делается, мы его никогда не согласуем, потому что я, например, не знаю, как можно реализовывать что-либо без нашего участия. Это как раз и есть, что вы там сидите тихонечко там в изоляции, а мы за вас тут все придумаем. Поэтому быть этого не может. Я хочу сказать, что должна была вначале это дело озвучить, но вот, к сожалению, только сейчас вот открыть смогла. Слова приветствия к нам поступили от Ольги Викторовны Савастьяновой. Она всегда держит на контроле вообще все, что происходит в отношении людей с инвалидностью. И самое главное, организация инвалидов. Вот мы с ней работаем уже очень много лет в тесном контакте. Очень много предложений наших на уровне федеральной отправлено конкретно через нее. Я не скажу, что 100% все решается, но многое в работе, кое-что сделано, кое-что как бы и не получилось сделать. Но она тоже человек, имеющий отношение когда-то к образованию, очень хорошо понимает эту систему и говорила о том, что то, что мы здесь наработаем, она с огромным удовольствием хотела бы тоже, Наталья Владимировна, все это увидеть, подключиться, посмотреть, где она может поучаствовать как депутат Государственной Думы. Поэтому вот у нас есть еще и такая возможность, и я думаю, что мы посмотрим, что у нас есть для того, чтобы подключить людей, которые сегодня могут влиять и на федеральном уровне. Вообще, на самом деле, Наталья Владимировна совершенно права, уровень конференции, он все время растет.
И вот опрос показывает одну историю, одну ситуацию. Когда ты встречаешься вживую вот так с людьми, ты видишь, что насколько меняется все равно понимание у людей, насколько по-другому они смотрят на ту или иную проблему, которую мы здесь рассматриваем. Может, потому что здесь самая такая вот, как сказать, такая достаточно группа людей участвует, во-первых, активных, продвинутых, понимающих, может быть, действительно где-то в глубинке, сельские районы, еще где-то, может быть, там действительно еще не пришло это понимание, что такое качественное образование для людей с различной инвалидностью. Но действительно мы с вами растем, очень здорово. Конечно, я вам сразу скажу, нам хочется всего и быстрее. Жизнь так коротка, и она так быстро и неожиданно проходит, и многие из наших людей просто не доживают до каких-то моментов. Поэтому, когда мы боремся за свое какое-то право, за какой-то интерес, мы всегда говорим: Господи, неужели опять нужно ждать 5-10 лет? А нельзя ли чуть-чуть сократить, чтобы успеть в этой жизни воспользоваться и там, побывать где-то, узнать что-то, поучиться где-то? Поэтому я очень рада, что вы все есть, и я знаю, что все, что здесь было, вы все равно доведете до своих коллег, расскажете о том, что вам было интересно, может быть, что неинтересно. И это действительно замечательная площадка, когда мы все вместе можем говорить: да, не всегда родительское сообщество будет довольно тем, что мы здесь принимаем, потому что это понятно, они каждый за своего ребенка бьются насмерть. Они очень хотят, что раз происходят такие мероприятия, значит, уже завтра должно что-то измениться. Но я думаю, что и они, и представители общественных организаций, в том числе и наша, мы все равно разумно понимаем, что все можно сделать, но, может быть, не так быстро, как бы мы хотели. И самое главное – это уважение друг к другу, это понимание друг друга. И я думаю, что тогда у нас все получится абсолютно. И в этот раз я хочу сказать, что мне более чем на других конференциях понравилось отношение представителей органов власти. В прошлые годы оно было более формальное все-таки. Сейчас как-то вот вживую подошли, услышали, предложения поступили. Я думаю, дай Бог, чтобы у нас с вами все получилось. Следующий год был без пандемии. Мы начнем вторую пятерочку. И чтобы мы все вместе опять собрались и посмотрели, а что нам удалось сделать за год после сегодня принятой резолюции. Я не знаю, Наталья Владимировна, мы резолюцию принимаем голосованием или чисто проект? Или... Сложно принять голосованием, но учитывая, что по разделам мы заслушали, иных предложений не было, мы это за основу принимаем. За основу Да. тогда принимаем и над ней работаем. Я искренне благодарю вас всех. Благодарю, потому что конференция – это всегда очень для нас вот ранимо, чувствительно. Мы всегда боимся каких-то подвохов. Не было ничего, все было здорово, очень здорово, все было хорошо. Дай Бог только, чтобы у нас получилось выполнить все то, о чем мы здесь говорили, и получить удовлетворение от той работы, которую мы все делаем. Я вот абсолютно сказала все, что хотела. Наталья Владимировна, повторюсь, но, может быть, все равно ваши коллеги, ваши специалисты, Криру Галина Владимировна, все вот ПМПК республики, вот все, с кем мы только в этот момент сотрудничали в подготовке, на самом деле проявили вот это вот внимание, чуткость, профессионализм. Поэтому вот мне очень хочется только одного, чтобы результаты этой конференции были точно такими же. Я на это очень надеюсь. Спасибо всем, особенно кто приехал, Ухте, привет, и всем городам и районам, кто присутствует здесь. Вот давайте работать будем вместе, как вот я говорила на нашей площадке, возьмемся за руки, друзья, и сделаем то самое главное, ради чего, наверное, мы все вот работаем, делаем. Это то, что касается создания условий для комфортного проживания на этой территории всех граждан республики, чтобы всем было комфортно, независимо школы, детские сады, вузы, работали, чтобы нам здесь было хорошо. Спасибо всем большое. Спасибо, коллеги. Я тоже присоединяюсь к словам благодарности, особенно кто организовывал и модераторам, потому что на вас, в общем, груз ответственности тоже был. Огромное спасибо. Ну, до новых встреч на других площадках. И огромная просьба не расходиться, а сделать
общую фотографию на память всех. Женя, не уходите, присоединяйтесь. А где скажете? Давайте сделаем. Вот, может, и у вас.